Слушаем. Так, не могу говорить, да? Ну, история, я так очень коротко, постараюсь. Короче, человек, который бывший баскетболист, участвовал в сборной по баскетболу и очень стремился, но после завершения карьеры, что он хочет сам быть предпринимателем. Съездил в Америку 5 лет, там проработал по 16 часов в день, приехал обратно, уже начал все это делать, да, инвестировал деньги, эти все заработанные. Был 2007 год, когда была эта инфляция и так далее. Короче, тогда он поймал инфаркт. Ему сделали операцию на сердце, но он продолжал свою работу, не слушал докторов, что там надо какие-то медикаменты употреблять, да. И 2011 год, лето, мне звонит его самый лучший друг и говорит, что я успел его отвезти, он сейчас в реанимации, и он в коме. Он в коме пролежал 2 недели, и в реанимации он был месяц. Ему была парализована левая сторона. Он был под искусственным дыханием, без очень многих рефлексов. Мы общались с ним в письменном виде, да, он писал мне на бумаге. И я говорил с ним. После выписки он не мог сам кушать, у него был зонд, он полгода кушал через трубочку в желудке. Да? Между тем, через где-то 2 месяца он получил 2-й инсульт. И тогда уже было дело похуже. С первым инсультом у него был затронут маленький мозг, одна сторона, small brain. И 2-й инсульт его затронул 2-ю сторону. И он повредил вестибулярный, и он даже не мог потом мне писать. Я читал по губам, что он хочет, что делает. И мы мучились, где-то 1,5 года. И уже начало этого года, январь, да, что мы уже ездили к врачам, и там нейропатологи уже размахивали руками, что все мы уже сделали, ничего больше не можем, что лор, это ухо, гору, нос и хвост, он говорил, что увы, многие люди живут всю жизнь с трубкой, да, в горле. А сейчас вы видите, это не полный месяц. Перед этим я его держал за пояс. Он держался обеими руками за перила и по одной ступеньке спускался вниз по лестнице. А сейчас он отправляется изымать трубку из горла. Потому что начиная употреблять через через 2 недели примерно, ему возвращались рефлексы глотания, горлотения, что он может кушать сам, да, и что уже начинает чувствовать запахи. И что, вообще-то, это вам видно. И сейчас, в этот момент, он самостоятельно каждый день, он живет на 5-м этаже, он занимается тем, что он ходит вверх-вниз, да, по полчаса иногда, и потом у него велосипедный тренажер, на котором он тоже минимум полчаса каждый день занимается, он укрепляет свои мышцы обратно, потому что в течение этого времени он просто очень много потерял мышечной массы. Он просто очень ослаб.
И мне вот самое первое, что понравилось, что он когда начал употреблять ламинин, что я удивился, что ему вернулся вестибулярный аппарат. А то перед этим он даже не мог устоять. Ну вот сейчас вы видите, он медленно встает, а стоять он не мог, потому что ему все кружилось. Он просто падал обратно на кровать. А сейчас уже, так сказать, факт налицо. Конечно, не все сейчас 100%, да, но сдвиг очень большой прогресс. Вау! Спасибо. Потрясающая история. Вы уже вызвали мурашки на моей коже. Скажи, пожалуйста, что сказал тебе вчера врач? Абсолютно открыто, когда он видел, что... Извините. Да. Скажи, пожалуйста, это важно. Были последние анализы, да, он сейчас уже 7-й месяц употребляет. После этой всей химии, что он глотал, ему в норму возвратился сахар и гемоглобин. И вообще врачи, который ему оперировал вот эту трубку, которая в горле, он мне сказал тогда, что это первый раз за его практику. Это не у меня звук. Это первый раз у него за 25-летнюю практику, что можно при такой диагностике, что можно убирать трубку. И лечащий, врач тоже, который из клиники, да, он признался, что его буквально уже год назад уже списали. Что с таким букетом диагнозов люди не идут обратно в жизнь. Вау. Мы очень вам благодарны за эту историю. Еще раз ваше имя, чтобы я не